Это новости на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте и коротко о главных темах этого выпуска. Отдельный учет бессимптомных больных коронавирусом ввели в Россию. Как это повлияет на статистику больных? Слушания по компенсации проезда в отпуск для жителей Крайнего Севера прошли в Конституционном суде. Что предлагают изменить в этом вопросе? Артефакты прошлого века из Якутии в Англии. Выставка «Арктика. Культура и климат» открывается сегодня в Лондоне. Отдельный учет бессимптомных больных коронавирусом ввели в России. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Маргарита Игнатьева. Она отметила, что в связи с раздельным учетом статистика на 19 октября изменилась. Таким образом, всего выявлено 157 случаев коронавируса. Среди них 133 заболевших коронавирусом и 24 человека с бессимптомным течением болезни. В онкодиспансере прошла первая операция с использованием нового аппарата искусственной вентиляции легких последнего поколения. Аппарат не только поддерживает дыхательную систему пациента, но и позволяет отслеживать малейшие изменения в организме во время проведения операции. Множество функций позволяет оказывать качественную, высокотехнологичную помощь. Пока аппарат такого класса единственный в регионе. По нацпроекту «Здоровье» таким оборудованием будут оснащены и другие медицинские учреждения региона. 21 октября состоялось открытое заседание Конституционного суда республики о проверке конституционности отдельных положений приказа Министерства труда и социального развития Якутии, устанавливающих условия компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. А именно вот такой момент. Работнику организации и членам его семьи компенсируется стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно при условии нахождения в промежуточных пунктах маршрута следования к месту использования отпуска и обратно не более 5 суток для каждого населенного пункта, кроме городов Москва и Якутск. Итоговое решение Конституционного суда республики по настоящему делу будет оглашено публично 18 ноября. Жители микрорайона Марха бьют тревогу. Вот уже год, по их словам, местные заводы буквально отравляют людям жизнь. Ближайшее производственное предприятие расположено буквально менее чем в 300 метрах от жилого дома. В ситуации разбиралась Саргалана Неустроева. Сегодня 22 сентября, время 9:20. От жилого дома номер 3 по улице Экспериментальной. Все права даны заводу. Вот так вот мы работаем. Всего 300 метров разделяет жителей улицы Экспериментальной от асфальтобетонного завода. По словам местных жителей, выброс из трубы токсичных веществ здесь происходит ежедневно и круглые сутки. И это при том, что в соответствии с законом и санитарными нормами расстояние между промышленной зоной и жилыми домами не должно быть менее 500 метров. Однако уже более года мархинцы вынуждены мириться с непосредственным соседством с заводами. Кто будет вообще нам компенсировать ущерб нашему здоровью? И как долго это будет вообще продолжаться? И неужели вообще никак их нельзя закрыть? У них по карте составляет 290 метров от них до нашего дома. То есть все нарушено абсолютно. И они травят народ. То есть не только мы, представляете, страдаем, даже до Мархи этот дым доходит едкий. Действительно, в ходе замеров уровень содержания токсичных веществ в воздухе неподалеку от заводов оказался значительно превышенным. При производстве асфальтобетонного завода выбрасываются в атмосферный воздух различные вредные вещества, в том числе сероводород. По результатам лабораторных испытаний ФБУ Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Саха-Якутия по улице Намсырская установлено превышение массовой концентрации сероводорода, что является нарушением гигиенических нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. Так как же вообще заводам позволили работать на данной территории и кто допустил подобное? Вопрос по-прежнему остается открытым, а тем временем производственники пока откупаются штрафами. Данный земельный участок ранее выделялся другому юридическому лицу, был перепродан, а сейчас в настоящий момент там стоит зона П4 производственная. В принципе, они как бы и на законных основаниях находятся, но есть одно но: по
Санпину у них должна быть санитарная защитная зона не менее 500 метров. То есть в этой части тоже Роспотребнадзор выявил нарушение, а также было отражено в ранее выданном предписании. Противостояние заводов и жителей Мархи затягивается. И пока продолжаются эти бесконечные дрязги, а один штраф накладывается на другой, мархинцы надеются лишь на свои силы и помощь СМИ. Саргалана Неустроева, Григорий Охлопков, Якутск. И как нам только что стало известно, в Амгинском районе в результате ДТП погиб пассажир. 4 человека госпитализированы. По предварительной информации установлено, что водитель Toyota Fielder, следуя из Амги в сторону села Покровка, в конце подъема совершил столкновение с автомашиной Toyota Ipsum, двигающейся по встречному направлению, в которой находились 3 пассажиров. В результате пассажир автомашины Toyota Fielder скончался до приезда скорой помощи. Водитель и 3 пассажира автомашины Toyota Ipsum доставлены и госпитализированы в Амгинскую центральную районную больницу с различными травмами. Школьные перемены могут проходить весело. Нерюнгринские школьники доказали, что разобщение классов между собой на переменах – это еще не повод унывать. Как им удается не падать духом и находить пути решения в сложившихся условиях, в нашем следующем сюжете. Старшеклассники гимназии номер 1 свободное время между уроками занимают музыкальными паузами. Ребята подбирают знакомый репертуар, берут гитары и всем классом поют песни. Первым принес гитару Филиппов Данил. Музыкой он увлекается серьезно. Потом оказалось, что не только он умеет играть, а уж петь-то все любят. И дальше ребят было уже не остановить. Педагоги всецело поддерживают творческие начинания и даже подпевают. Теперь вопрос, чем же заняться в перерывах для отдыха, у ребят не стоит. Эта идея созрела совершенно спонтанно. У нас класс, в принципе, очень дружный. И любые мероприятия, которые проводятся у нас в школе, наш класс выступает в плане пения. Мы всегда поем. Когда гулять по коридорам стало нельзя, классный руководитель 6 В-класса Татьяна Мустафина нашла выход из сложившейся ситуации и предложила занять перемены настольными играми. Впервые увидев шахматные доски, ребята с удивлением спросили, для них ли это и можно ли поиграть. Получив разрешение, они с интересом взялись за дело. Моя любимая игра – это шахматы. Я играю обычно со своими друзьями. Это еще развивает тактические возможности и хорошо убивает время. Дальше игротеку пополнили новые игры, которые приобрели родители. И теперь разнообразию игротеки класса можно только позавидовать. Во время игр ребята общаются друг с другом, они развивают свои способности, они учатся креативно мыслить. И мою идею поддержали родители и создали собственную игротеку нашего класса из традиционных и национальных настольных игр. Таких выпускников и родителей школа точно еще долго не забудет. Да и ребята будут вспоминать школьные годы с улыбкой на лице. А на встрече выпускников обязательно кто-то скажет: «А давай нашу!» И все как один поймут: пора спеть. Ирина Кичигина, Сергей Козюра, Нерюнгри. Выставка «Арктика. Культура и климат», на которой представлены более 40 предметов из коллекции Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Кунсткамеры, открывается в Британском музее сегодня. На выставке в том числе продемонстрированы и артефакты из Якутии 19-20 веков. В основном гривны, женские серебряные украшения, а также шаманские костюмы и бубны венков. Особое внимание привлекает композиция «Эсэх», специальный заказ Британского музея, выполненная якутским мастером Федором Марковым. И новый экспонат приобретения Британского музея – это заказ, выполненный из мамонтового бивня, работу, которую изготовил Федор Иванович Марков. Работа совершенно недавно добралась до Лондона и представляет собой картину изображение праздника Эсэх. Это удивительная работа. О работе уже отзывались газеты Financial Times, Guardian и Observer. И про работу очень высоко отзываются сотрудники Британского музея.
Снег втрое больше нормы выпал в столице республики с 12 октября. За 10 дней показатель осадков составляет 300% от нормы. 21 октября плановая уборка снега проводится на площади Ленина, улице Ярославского и с прибордюрных частей на улицах Дзержинского и Лермонтова. В работах задействованы 22 дорожных рабочих, 3 мини-погрузчика «Бобкэт», 2 фронтальных погрузчика, 15 грузовых автомашин «КамАЗ». Отмечается, что прошлая зима в Якутске была самой снежной за последние 15 лет. В Туле подвели итоги всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма. Его организатором стало агентство стратегических инициатив при поддержке правительства страны. Главная цель – развитие внутреннего туризма, создание новых рабочих мест и поддержка малого и среднего бизнеса в регионах. Всего на конкурс прислали сотни заявок. В финальную часть попал и проект из Якутии. Подробности у Максима Кардозу. Конкурс, который объединил всю страну. Почти 220 команд из 80 регионов представили на суд жюри свои заявки с презентацией туристско-рекреационных кластеров, которые в будущем можно превратить в настоящие центры экологического туризма, как для россиян, так и для гостей из других стран. Ведь во всем мире национальные парки привлекают миллионы туристов, а значит и инвестиции. А в России немало природных уникальных памятников. Правда, добираются до них единицы. Многие россияне, которые, к сожалению, на сегодняшний день гораздо лучше знают, как отдыхать в Турции, а на Камчатке или на Байкале или в других местах, знают, наконец, свою собственную страну с неповторимой красотой. Кто знает об этом, те это давно отмечают, в том числе и иностранцы. В число 36 финалистов конкурса попала и заявка от Якутии. Парк Ленские столбы боролся за звание лучшей в стране площадки для развития экотуризма. И мы уверены, что у Саха-Якутии огромный потенциал развития экологического туризма, потому что Ленские столбы – это, в общем-то, можно сказать, бренд региона. О том, что путешествовать по Якутии – это настоящее увлекательное приключение, не понаслышке знает Виктория Андреева. Каждый год она с семьей и друзьями отправляется в походы и сплавы по республике. И каждый раз открывает для себя новые грани неповторимой красоты нашей северной природы. Меня безумно радует, что именно это лето 2020 показало широкой аудитории, насколько круто ходить в походы в Якутии. Не нужно никуда ездить, и нельзя было, ладно. Но что вот у нас под боком такая красота. У нас под боком просто, не знаю, аттракцион. Аттракцион впечатлений, где есть звезды, рыбалка, походы, сплавы, велопоходы, пешие походы, на моторках, на плавсредствах, на коняшках, все что угодно. Появились даже воздушные шары. В список 10 победителей якутская заявка не попала. Но организаторы конкурса из агентства стратегических инициатив готовы сотрудничать с нашей республикой. Причем в продвижении не только экологического туризма, но и промышленного. Это направление сейчас набирает все большую популярность. А эксперты уверены, посмотреть, как добывают алмазы или уголь, готовы тысячи людей во всем мире. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. На этом пока все. Берегите себя, не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию.